Господи, помилуй, Господи, прости. Братья и сестры, существуют люди такие, которые называют себя атеистами, ученые, которые не знают толком ни науки, ни объективной реальности, которые говорят, утверждают, что там мир существует там миллиарды лет, что человечество существует там 300 тысяч лет, миллионы лет. Это все вранье и ложь, дорогие братья и сестры. Если мы начнем объективно разбираться в этих вопросах, мы увидим, что многое это вранье, потому что вот мы, например, вот я изучал вопрос, вот такой пилдаунский человек, то есть в начале 20 века какие-то ученые, они взяли полчерепа гориллы, полчерепа человека, вместе их соединили и сказали, что это вот недостающий вид переходной между обезьяной и человеком, что это человек. И человек, как бы первый человек, вот это такой полуобезьяна, получеловек. И вот они этого в Пилдаунте, в Англии, как бы нашли, выставили его в Британском музее, и до 50-х годов, в течение там примерно 40-50 лет, вот эта вот подделка, ее никто не мог различить, писали всякие там теории, писали всякие диссертации, все ученые говорили, вот это, вот все. А потом оказалось, 50-е годы проверили, что это подделка. И эту подделку сделали эти ученые, и между ними был какой-то католический священник, Терьяр де Шарден, и они вместе, которые, ну, этот всю эту теорию свою вывел эволюции, как бы эволюционного развития, которую за это тоже его там и католическая даже церковь осуждала. И вот они вот это вот сделали. Это был явная подделка, а ложь от дьявола. Далее вот эти вот возрасты, что они говорят, геологические породы, миллионы лет, тоже были вот извержения вулканов, и от лавы образовывались геологические породы. И вот люди знают, когда было извержение вулканов, когда образовывались эти породы, и начинали их проверять, они тоже показывали миллионы лет. Хотя вулкан извергался, например, там 5-10 лет назад, 30 лет, 40 назад, это было зафиксировано, даже и телевидением, все. А вот, поэтому это все вранье. Вот это вот все там многолетие, что там миллиарды лет, человеческое, что там 300 тысяч лет, миллион лет, это все вранье, дорогие братья и сестры. Потому что Слово Божие, Библия говорит нам о историческом развитии, говорит нам о родословии человечества, как человечество развивалось, какие были предки, какие были знаменательные предки от Адама, да, это самое, мы имеем все это, потому что, братья и сестры, автор Библии Бог, и он говорит, как все это развивалось. И на примере, вот если подумать, потому что всегда надо думать головой, если мы применим размышления к нашей обстановке, например, вот на наших славянских землях, вот славяне раньше жили в предгорье Карпат, вот где мы живем, например, в Беларуси, были какие-то мелкие 1000 лет, 1500 лет назад, были мелкие какие-то племена, вот охотники, рыболовы, финно-угры, они там ходили, что-то рыбу ловили, мелко, вот как на севере, вот эти народы севера. И потом за 1500 лет другое население, славянское население, другая техника, города возникли, миллионные, там, 100-тысячные. Такое развитие всего лишь за 1500 лет. Возьмем другой пример. Возьмем Аравийскую пустыню. Вот пустыня была, где город сейчас Дубай. Вот даже люди помнят, 50 лет назад там был город, вот как наш райцентр. Вот там песок был, ничего не было. А сейчас город, там почти 4 миллиона населения. Такая техника передовая, все. Поэтому вот за 1000 лет, за 1500 лет человечество сделало такой скачок в развитии. А что бы было за 300 тысяч лет, за миллион лет, это все бред, это все теория. Далее вопрос, кто такие теории распространяет? Распространяют теории люди, которые находятся под водительством лукавого бесовского духа. То есть автор этих теорий эволюции и все такое, это дьявол и люди, которые их распространяют. Поэтому, братья и сестры, думаем своей головой. Подумаем дальше. Вот постулат атеизма, вот этого эволюционизма, что развитие идет через смерть. То есть одна особь съедает другую особь, утрируя. И так вот они дальше развиваются. То есть развитие через прогресс идет через смерть. И вот эти вот атеисты, эволюционисты, сатанисты, они создали вот эти сатанинские теории. Не только в природном развитии, но и в социальном развитии. Вот фашисты, они утверждали, что если мы убьем евреев, цыган, то мы достигнем счастья. А славян поработим, остальные народы будут на нас работать, и мы будем, немцы, жить счастливо.
То же самое эволюционная теория. Это убей каких-то плохих особей и станет тебе хорошо. Это сатанизм. Фашизм это сатанизм. То же самое говорили коммунисты. Они говорили, убьем попов, кулаков, буржуев и заживем хорошо. Вот убили, хорошо зажили. Что сделали? ГУЛАГ, где там тирания, где людей убивали просто так. Тоже это сатанизм, братья и сестры. Они тоже вот эти коммунисты, эволюционисты. И сейчас либералы говорят, что тоже это надо человека вот расчеловечить, чтобы было Содом, Гоморра, чтобы человечество развивалось там в грехах, а кто против, того надо наоборот как-нибудь или в тюрьму сажать, или потом уже начнут вот убивать, кто будет по-божьи говорить. Вот это тоже вот эти все это сатанинские теории, выведены из теории эволюции и из теории атеизма. И вот эти три атеистические системы. Далее, дорогие братья и сестры, атеисты это все в основном трусливые люди. Вот когда я лет 7 назад выступал у нас в интернете, там писал тоже так, ВКонтакте, и мне там писали, ой, такие попы, такие сякие, вы там людей обманываете, все. Я им говорю, у нас есть духовный центр, давайте вот кто там против веры, против Бога, придите, вот время назначил, приходите, я буду с вами разговаривать. Вместе там посудим, я буду говорить, а вы там свои аргументы, мне свои будете. Кто пришел? Ни один человек не пришел. Далее, святые мученики, за веру они отдавали свою жизнь, они шли на костры, на смерть, ради веры во Христа. А вот атеисты, которые идут они куда-нибудь на смерть, если они за свои убеждения так стоят, пускай поедут там в арабские страны, в Саудовскую Аравию и начнут там проповедовать, что там Бога нету, что там теорию эволюции, и что им будет? Им головы посрубают, поснесут. Поэтому они никто за свое не стоят. Далее, дорогие братья и сестры, люди, которые одурманены атеистом, они атеизмом и этим эволюцией, и эволюционизмом, они в конце концов многие каются в этих своих делах, в этих своих убеждениях. Вот у меня был пример, один человек, он был ученый, научный кандидат наук, и вот он тоже вот был против веры, против религии, но когда уже слег, начал умирать, позвал священника, и вот там исповедовался, и свои заблуждения отбросил и там соборовался вот перед смертью. Вторая у меня знакомая тоже, она утверждала, что Бога нету, что я атеистка, все такое. Прошли жизненные обстоятельства у нее, попала она в такие жизненные обстоятельства, сейчас она уже верующая. Поэтому, братья и сестры, это вот все, это ложь, это обман. Написано в Библии, неправду возненавидих и омерзих, то есть неправда для меня ненавистна и мерзостна. Вот этот атеизм, эволюционизм, он должен быть для нас, для христиан, это как мерзость, это неправда, и мы не должны вот это все так внушаться этими сатанинскими теориями. Надо веровать автору всего, это Богу. Поэтому, братья и сестры, будем помнить это, не будем вестись на эту ложь, потому что атеизм, оно пишут, что какие-то научные факты, научное все, это все замешано на лжи. Я знал ученых и знаю, которые вот они отвергают то, что очевидно. Вот у нас там в монастыре было, приезжал один ученый, говорит, вот тут колокольня была, на самом деле ее не было. Я дореволюционные фотографии ему показываю, и все такое. Я говорю, ну не было тут этой колокольни. Нет, он стоит на своем. Нет было, надо ее делать. Потом спрашиваю, почему? А потому что уже там это утвердили, так, проект такой реконструкции. Ну, ты же сам понимаешь, что и нет. Нету, но я же доктор наук или кандидат. Я не могу, говорит, в доверительном разговоре от своей этой точки зрения отойти. То есть это гордыня. И ученые, они у всех тоже, как рассказал, знал, я тоже научное сообщество, они все обладаемы страстями, и у них и гордыня, и тщеславие, и блуд там происходит, и всякие пьянства, и все такое. И вот эти люди потом учат нас жить. Учат нас, что Бога нету, что теория эволюции, она верная, и верная теория, что социальный прогресс и природный прогресс через смерть, через убийство других, там, этих сам происходит через смерть, через подавление, через тиранию. Это все очень греховно. Поэтому атеисты и их последователи, эволюционисты, это очень все греховно. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем вестись на эту ложь. Атеизм и эволюционизм – это прямые, это ложь и обман. Это обман, и
пропаганда, бесовская пропаганда дьявольских идей. И пропагандист, который самый главный атеизма и эволюционизма, это дьявол. Поэтому будем по словам Святого Писания, как сказано, неправду возненавиди их и омерзи их, закон же твой возлюби их. Будем любить Слово Божие, будем веровать всему, что написано в Библии, будем идти путем спасения, потому что всякая ложь – это от дьявола. И дьявол – отец всяческой лжи, в том числе и атеизма, и эволюционизма.